Доброе утро всем, кто начинает это утро вместе с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Это утро Якутии и день новый. Встречаем вместе с вами мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. Сегодня в нашей программе мы поговорим о погоде, о том, почему и как она меняется. Также узнаем, какой зима ожидается в Якутии и поговорим о том, вреден ли кофе по утрам. Помимо этого, самое время научиться готовить круто, с крутыми поварами. Будем готовить завтрак вместе с московским шеф-поваром. И узнаем о профессии бухгалтера тоже сегодня. Да, насколько эта профессия вообще актуальна и будет ли она актуальна через 10 лет, к примеру. Да, и не забудем про традиционные наши рубрики. И не забывайте также про способы обратной связи. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете в этом эфире принять участие. Есть номер WhatsApp. И сегодня мы вам предлагаем даже ответить на вопрос, какую зиму вы больше предпочитаете, холодную или теплую. Свои ответы, а также поздравления, пожелания доброго утра, которые мы обязательно прочитаем, можете отправлять на номер 8 914 273 4488. Ну а теперь, собственно, о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 5-17 градусов мороза. В заречной группе до минус 10-16, в южных 7 и 13 градусов мороза, в Вилюйской группе 1 и 7 градусов мороза, в Нижнеленских до минус 13, в западных 1 и 3 со знаком минус, в Колымо-Индигирской группе 15-32 градуса мороза, в Янских от 17 до 28 градусов мороза, на северо-западе 1 градус со знаком минус, местами до минус 13. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 11 градусов мороза, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 4-6 градусов со знаком минус. О погоде мы еще сегодня поговорим и не раз, и очень развернуто о ней поговорим. А пока хочется порадоваться за жителей столицы, потому что опять небольшое потепление к нам пришло, и вроде как ходят слухи, что несколько дней оно даже продлится до выходных почти. Ну что ж, продолжим тему после выпуска новостей. Передаем слово нашим коллегам. Доброе утро, Якутия. Доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. Обновленные сертификаты о вакцинации от ковида ввели в России. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Отмечается, что согласно приказу российского Минздрава документ можно получить в электронном виде на портале госуслуг не позднее, чем через 3 дня после завершения вакцинации. Новый сертификат содержит подробную информацию о владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний, информацию о перенесенной инфекции. Кроме того, в документе предусмотрено место для QR-кода. Номер телефона горячей линии по коронавирусу изменен на короткий 122. Ранее жители республики получали консультацию, позвонив по номеру 8 800 114 03. Теперь якутянам доступны следующие функции горячей линии: соединение с колл-центром Якутской городской больницы номер 3, с операторами по вопросам соцзащиты населения, волонтерской или психологической поддержки, а также соединение с колл-центром по вопросам здравоохранения, в том числе связанным с ковидом. Минздрав республики просит быть внимательнее при наборе номеров 122 и 112. Номер 112 остается единым номером для вызова скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Рентгенограмма остается самым быстрым и доступным способом диагностики различных заболеваний. Со временем сфера радиологии совершила большой скачок в развитии. В медицине появляются новые методы, аппараты лучевой диагностики и терапии. В наши дни по всей Якутии на передовой борьбы с коронавирусом в кабинетах рентгенографии трудятся медработники. Этот труд достоин самого высокого признания и уважения. Рентгенология – это профессия такая, что мы должны не только знать, как говорится, свои медицинские заболевания, анатомию нормальную, патологическую анатомию. Мы должны владеть и программным обеспечением, и быть немножко инженерами, потому что
технологии не стоят на месте. У нас за 20 лет рентгенология вообще шагнула на несколько вообще вперед, да? Вот как вот цифровые технологии, программные технологии у нас быстро-быстро так вот развились, вот точно так же и развилась рентгенология. В Горном Улусе в селе Бердигистяк завершают строительство универсального стрелкового комплекса. Стройготовность здания тира 98%. В двухэтажном комплексе общей площадью более 3500 квадратных метров. Предусмотрено 2 открытых тира. На первом этаже расположился зал для пулевой стрельбы с дистанцией 50 метров. На втором для стрельбы из лука с дистанцией 35 метров. Одновременно в 2 залах могут тренироваться 20 человек. На сегодня строители полностью завершили внутреннюю отделку помещений, покрашены стены, смонтирована смотровая кабинка, облицованы плиткой кабинеты, санузлы и полы, установлен лифт. В ближайшее время специалисты приступят к сборке и расстановке тренажеров и мебели. Спасибо, Сергей. Очень теплым началом зимы удивлены не только якутяне, но и сами синоптики. Температурный режим бьет рекорды. В прошлые года, допустим, в это время температура опускалась не ниже 30, а когда-то и до минус 40. Ну да, достигали холода. бывали случаи, и в фунтах уже ходили в это время года. Тем временем погодные аномалии вызывают и какие-то природные явления. Так, например, в ноябре местами на некоторых деревьях распускаются почки, оживают насекомые и вот подобные вещи. Как будто весна настоящая пришла, хотя мы даже еще Новый год-то и не отметили. Но подробнее об этом расскажет Александр Хавренко. На смену аномально теплому октябрю пришел не менее аномальный теплый ноябрь. Вплоть до 80-х годов прошлого века в первой декаде ноября столбики термометров стабильно опускались ниже 20, а то и 30 градусов. 30 лет назад, в 91 году, 8 ноября в Якутске было минус 29 градусов. А в 2011 в Якутске было всего минус 10. Вчера днем минимальная температура зафиксирована на отметке минус 9 градусов. И как говорят ученые, изучающие климат, осень с каждым годом будет становиться все теплее и теплее. То самое глобальное потепление дает о себе знать. Но эти изменения, они шли очень долго. То, что вот идет глобальное потепление, это где-то 1980 года, ну где-то 40 лет. Потихоньку вот этот климат менялся, и вот до сегодняшнего дня мы дошли. И то, что вот эти природа, ну, совсем другая стала, да, ну, это никого винить уже не надо, это вот эффект глобального потепления климата. Народный синоптик Тарас Тарасов Тускул также подмечает, температура воздуха в Якутии в ноябре 2021 года будет значительно выше показателей прошлых лет. В ноябре месяце у нас тоже ожидается теплый ноябрь, и декабрь тоже ожидается теплее, чем прошлые годы. Поэтому где-то средняя температура в центральном Улусе будет 20 градусов в ноябре в основном, а в конце 30. А северный Улус, это Оймекон, Верхоянские, тоже 35-30 градусов будет в среднем, а в конце месяца только 40 будет. Для жителей Якутии теплая осень и неморозная зима чреваты многими последствиями. Например, поздно встанет лед на реках, что затруднит связь столицы с материком. А в глобальном смысле скоро начнет таять и вечная мерзлота. По нашим оценкам, к 2060-2100 году полностью стает, вот прям исчезнет из верхних горизонтов почвы мерзлота на глубине 10 метров к 60 году и 30 метров к 2100 году. Да, более глубоких слоев это не коснется. Полностью все 100 метров, 200-300 метров мерзлоты, конечно, не растают. Проблема в том, что именно верхний слой мерзлоты – это то, с чем мы взаимодействуем. Да, соответственно, будет больше возможностей для нарушения устойчивости зданий, да, больше возможностей для движения воды в грунтах, также повлияет на устойчивость зданий и отрицательно повлияет. Глобальное потепление – процесс необратимый, и через 10-20 лет никто уже не будет удивляться ожившим комарам в октябре или оттепели в ноябре.
Александр Хавренко, Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. О том, с чем же связана такая теплая погода, каковы прогнозы синоптиков на предстоящую зиму, мы поговорим с нашей гостьей, заместителем начальника управления, начальником Якутского гидрометцентра Татьяной Маршалик. Татьяна Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Вот можно ли нынешнюю осень, начало зимы в Якутии назвать аномальной с точки зрения температурного режима? И вообще были ли такие явления в прошлые годы? Ну, мы уже привыкли почти каждый год, говорим, что у нас аномальная погода. Если далеко не ходить, а вспомнить, например, 2020 год, прошлый, да, вот как раз вот там была аномалия. Ноябрь 2020 года сейчас занимает первое место в списке теплых ноябрей. Вот он побил рекорды, и еще 19 века по температуре на 0,2 градуса он был теплее. Поэтому вот ноябрь прошлого года он был аномальный. Какой будет ноябрь этого года, мы скажем в конце ноября. Вот. Но опять же сказать, что предшествовал ноябрю октябрь. Октябрь занял второе место. Вот. Поэтому, вы знаете, рекорды, мы привыкли уже к этим рекордам тепла. Вот. Каждый раз рекорды. Да, да, да. Но везде ли сейчас по Якутии относительно тепло? Вы знаете, такая активная циклоническая деятельность, которая вот присуща в этом году, у нас выходят прямо серии атлантические циклоны. Они идут, знаете, можно сказать, что прямо по Северному морскому пути, очень глубокие, мощные и один за одним. И они вот до такой степени обширные, что они оказывают влияние на всю территорию, даже на материковую территорию Якутии. Один циклон прошел у нас в прошедшие выходные. Значит, на побережье дул ветер до 30 метров в секунду. И жители Западной Якутии это ощутили, и центральный такой был неприятный, прохладный ветер. Вот. Но это что принесло? Это принесло повышение температуры, но на ощущение было не очень тепло. Когда дует ветер, довольно прохладно. Следующий циклон подошел вчера как раз вот, на арктическое побережье, и он немножко южнее его траектории. Он уже выходит на арктические, именно вот само на побережье, не по морям идет. И его влияние мы сейчас ощущаем. Вот идет снег. Видим, что все время с небольшими перерывами идет снег. Он интенсивностью от небольшого до умеренного, даже местами идет значительный снег. Метелевые явления, поземки отмечаются и повышение температуры. Вот. Далее будет циклон, который будет следующий, он будет еще южнее. То есть пока вот эта вот неделя, она, да, она вот богата на такие явления, да. А с чем вот может, нормальное ли вообще вот это явление, вот такое наличие циклонов, или же все-таки можно это расценивать как какие-то знаки, признаки, Да, и вот предвестники чем чего-то? чревато, да? Вы знаете, температура знаки, выше? признаки вообще мы должны быть уже в это время. Всегда мы, жители Якутии, знали, что ноябрь это уже глубокая зима. Помним, да, 7 ноября, когда у нас были демонстрации, выходили под 40 градусов температура, был туман, к которому мы привыкли. А сейчас получается, что у нас как-то ноябрь в стадию не зимы, а предзимья. То есть вот уже снег вроде выпал, как будто бы зима, а тем не менее температура довольно высокая. Вот. Сибирский антициклон, который в это время всегда занимал свое привычное место, то есть он над Сибирью и отрог его, этого антициклона на территорию республики и аймеконское свое ядро, почему у нас там всегда холодно. В этом году ему никак не дают установиться циклоны. Они его подъедают со всех сторон. Атлантические, вот я говорю, что они идут мощные. То есть даже вот такое образование, как сибирский антициклон, они ему не дают именно конкретно встать на свое место и установить у нас сильные морозы. Вот. И вот он периодически, видим же, вот раз прояснение, и ночью немножко пониже температура. Вот это как раз он пытается, этот антициклон, восстановиться. Но очередной циклон опять его подъедает, опять ему не дает места, он отступает и уступает место вот такой более теплой погоде, снежной, с ветром и с довольно высокой температурой. Прям целая битва происходит. Битва, да, битва. Ну, всех, конечно же, интересует вопрос, будет ли зимой опускаться температура до минус 50 и ждать ли нам холодов таких, как в прошлом году, сильных? Ну, я вам сразу могу сказать, что зима будет. Это да, зима наступит, зима будет обязательно. Значит, мы прогнозы долгосрочные в нашем управлении не делаем. То есть
как бы максимально на месяц, и то эти прогнозы с не очень большой оправдываемостью, они 70%. Мы на них как бы ориентируемся. А все-таки мы занимаемся среднесрочным прогнозированием. Вот. Но вот если посмотреть, я специально перед тем, как прийти к вам, посмотрела, не стала заглядывать далеко там в 20 век, а посмотрела вот последние 20 лет, то есть уже 21 века. И вы знаете, из 20 ноябрей 13 были теплые. И только 7 были около нормы и ниже ее. И вы знаете, и такой вот закономерности, что после теплого ноября придет очень холодный декабрь, например, да, или, например, очень теплый, опять такой закономерности нет. То есть декабрей холодных тоже было всего из 20, было 6. Понимаете, то есть как бы у нас тенденция того, что вот все-таки уже 20 лет прошло этого века, и все-таки они больше нормальные или теплые месяцы. Но они в последние, допустим, тот же ноябрь, последние 17 лет теплый или Нет, как-то нет, чередуются? Нет, вы знаете, там совсем нет закономерности, там может через 2 года быть и через 3. Как бы вот такой закономерности нет. Мы раньше смотрели, когда, да, вот еще в прошлом веке у нас такие есть работы наших, я прямо не побоюсь, так сказать, таких заслуженных синоптиков Якутии, да, у нас были волны тепла и холода. То есть, если, например, устанавливались очень холодные зимы, вот, то периодичность была, например, 10 лет могут быть холодные, потом теплые. Сейчас этой закономерности нет. По крайней мере, вот за эти 20 лет мы ее потеряли. Закономерности То есть такой оно как-то нет. вот Да, то так, то так, Да. то так, то так. да. Ага. Но вообще в целом, ну, я думаю, так понимаю, если нет закономерности, то говорить как-то очень громко о каких-то вот прям изменениях климата, ну, в глобальном смысле, тоже не имеет смысла. Ну, вы знаете, говорят все-таки климатологи, кто и изучает вот так глобально климат, да, все-таки уже констатируют факт, что все равно температура даже по полушарию, ну, называют цифру от 0,5 и чуть выше, это среднегодовая температура выросла, да, а особенно в Арктике. Вот я недавно очень хорошую такую слушала лекцию, да, там про Арктику сказали, что там от 3 до 4 градусов температура повысилась. На самом деле мы это видим. Недаром же, вот, если помните, да, 20-й год, опять же вернусь к 2020 году, да, рекорд максимальной температуры в Верхояне 38. Вы понимаете, это тоже вот такие знаки. То есть это все не просто так. Не просто так, это все-таки делается вот, как сказать, это свыше смещение вот этих вот стационарных барических центров. С чем связано? С магнитным полем Земли, там, с изменением течений теплых. В общем, это глобально изучать, но тем не менее вот признаки налицо. Повышение вот температуры и изменения климата. А что касается осадков? А вы знаете, тут полная закономерность. Если у нас теплее месяцы, значит и осадков больше. Потому что понимаем, что осадки у нас с чем приходят? С циклонами. И вот несмотря на то, что вот весь октябрь, как снежный покров установился, у нас без конца снег идет. И сейчас идет в Якутске? И сейчас идет. И тем не менее, вот в Якутске на вчера 9 сантиметров всего высота снега. Это очень мало. Значит, лидер сейчас по высоте снега, это у нас вот устье Вилюя, там наша станция Сугухая, там почти 60 сантиметров снега лежит. Ну и по северо-востоку везде бывали года, когда в ноябре там уже под метр снега падало. Сейчас этого нет. То есть по всей территории снега не очень много. И осадков, ну если смотреть в разрезе, опять же, последних лет, осадков выпадает больше в зимний период. Да. Когда будет ледостав, вот спрашивают у нас телезрители. А ледостав, он постепенно все идет своим чередом. Уже на севере реки замерзли. Река Лена, там идет густой шугоход. И вот, значит, вчера уже отметили Джарджан, Жиганск встает река. Но постепенно придет к нам. Это, в общем-то, не заставит ждать. Вот, потому что, ну и в свете прогнозов на следующую неделю, то есть у нас предпосылки к тому, что, да, река встанет тоже, да. Все, со следующей недели, значит, уже да, начнет мы всё-таки ждем, холодать. значит, все-таки про антициклон, который я рассказывала. Мы все-таки ждем, что у нас погода будет устанавливаться антициклонально, но опять же это не то, что вот установилось и будет прямо конкретно температура низкая. То есть с понедельника, сначала с выходных на западе республики, с понедельника в центральных районах температура воздуха будет, 30-градусные морозы получим.
Наша зима придет. Придет. Зима будет. да? Будет, я же Мы сказала, готовы. что зима будет. Татьяна Владимировна, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Хорошей вам погоды всегда. Ой, спасибо. Мы продолжаем, пока теплая погода дает немножко, так сказать, расслабиться. В принципе, это хорошая возможность успеть насладиться прогулками какими-то на свежем воздухе, может быть, в парке, в сквере и так далее. Да, главное, чтобы отношения в семье, да, были теплые, никакие холода этому не мешали. Кстати, эта тема актуальна сейчас стала главной для романа Андрея Геласимова «Холод». Он уже который год лидирует по продажам не только на российских рынках, но и интернет-платформах. Если вы еще не читали роман, то советуем и рекомендуем. В нашей рубрике подробнее. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканале «Якутия-24» я расскажу вам о романе Геласимова «Холод», который вышел в свет в 2015 году и стал ярким и громким событием года. Роман можно отнести к категории психологических, где основной тематикой является осознание себя как личности в условиях катастрофы. В основу сюжета легли реальные события чрезвычайного происшествия одного из городов крайнего севера нашей страны. Со слов автора, это наш с вами город, город Якутск, где на несколько часов было отключено электричество и теплоснабжение. Основная идея романа заключается в том, что холод здесь раскрывается не как физическая величина, связанная с резким снижением потепления, не как глобальная катастрофа, а как эмоциональная холодность в людях, как холодность человеческих чувств и отношений. Всемирно известный и скандальный режиссер по фамилии Филиппов решает вернуться из Европы на свою родину, в маленький северный город. Ему 42 года, он алкоголик, антисоциальный тип, несимпатичен и лысоват. Боинг с режиссером приземляется в северном городе, где он родился и вырос. За окном октябрь, минус 40. Постепенно из строя выходит ТЭЦ, отключается электричество. В этой сюрреалистической картине замерзающего города движутся три силы. Беспорядок и мародерство, бессилие властей и, наконец, сам Филиппов, одетый по последней моде в пальто и кеды. Безусловно, эту книгу рекомендую к прочтению всем жителям города и республики. И напомню, действие происходит в нашем с вами городе. Оттого эта книга еще интереснее. Приятного чтения! Ну, чем еще приятно заниматься вообще в холодную погоду? Сейчас поговорим о холодной. Я думаю, кушать и готовить. Одна из моих любимых тем – готовка, кулинария. И недавно 9 ресторанов российских получили звезды Мишлен и вошли в международный гастрономический путеводитель. Высшей категории в 3 звезды пока никто не удостоился, но 2 московских ресторана получили по 2 звездочки. И теперь это лучшие заведения в нашей стране. В одном из которых, кстати, работает наш земляк Павел Габуш. Да, и наши московские коллеги попросили для нас, для вас, дорогие телезрители, приготовить Павла завтрак. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Павел, ну давай, так сказать, приготовим с тобой завтрак, ты сказал, да? 2 звезды мишленовский завтрак. Завтрак На 2 звезды. за 2 звезды. Давай, ну скажи, что мы будем готовить? Ну, это будет завтрак, скрэмбл, да, то есть яичница болтунья на хрустящем багете с авокадо и с томатами. Слушай, ну вот скажи, ты вот дома, да, когда в Якутске, ты сам готовишь? Вообще любишь готовить? Конечно. Я на завтрак у меня по-любому либо творог, либо яйца. Когда приходят гости, стараюсь что-то такое существенное приготовить. А есть какое-то фирменное блюдо у тебя? Я люблю очень делать омлеты, жеребятину что-нибудь. Просто пожарить, то есть, даже сложно пожарить мясо, то есть обычно, чтобы оно было вкусным, чтобы оно было сочным, то есть это достаточно сложно это все сделать. Тебе сложно угодить вообще? К тебя в гости кто-нибудь зовет? Да. И что друзья готовят, это же страшно. Ты придешь и скажешь: «Угу». Нет, я не такой прям серьезный критик. Обычно я прихожу к тетям, к дядям, они потом говорят: Паш, как там по соли? Я говорю: все окей. Я тоже человек, уже ем обычную еду, да вообще люблю фастфуд. Я вчера ел в KFC. То есть просто взял крылья, это вкусно. Это вкусно, это это же как топливо для машины. Я беру середину часть, потому что она самая красивая. Мы будем делать такие бутербродики с яичницей, да, по-простому? Да, вот мы сейчас так вот порежем.
я поджарю, чтобы хлеб хрустел. Мгм. А ты придерживаешься здорового образа там, какого-то жизни? Или какие-то, например, есть продукты, Я которые занимаюсь, лучше да. не есть? Ну, дома у себя я постоянно питаюсь либо индейкой, либо курой. Стараюсь- Диетическое мясо? Да, я абсолютно не ем сахар, отказался уже как полгода. У нас стоит багет, мы его слегка подсушим, потом мы берем сливочное масло. Сейчас мы разбьем 3 яйца, и думаю, для этого подойдет 3 яичка. Опс. Вообще идеально, если делать омлет, нужно сперва посолить. Не солите ни после, ни перед, лучше уже заранее посолить слегка, чтобы он получился нежнее. Забиваю. Шаль. Пускай постоит. Самое вкусное блюдо, которое ты когда-либо ел в жизни, это что было? Нравится очень шаверма, которую я пробовал в Казахстане, в Алматы. Самая вкусная еда, самая вредная. А ты сам готовишь вот фастфуд? Да, я могу пиццу, бургеры. Ну, главное, что вдохновение и для кого-либо. Мы сейчас нарежем авокадо, мякоть смешаем со сливочным маслом, она пойдет, как хлеб на масло намазываешь, только вот с авокадо 50-50 смешаем. Потом пойдут у нас томаты, потом скрэмбл и сверху зелень. А повар часто режется? Нет, нужно правильно расположить, допустим, руки. Она делает вот так вот. Чтобы, особенно девушки с такими еще ногтями, с когтями, вот так вот просто как-то пилят. Положение рук должно быть такими. Вот. Это чтобы случайно не отрезать себе Да, то палец? есть вот так вот, допустим, чтобы вот к этому. Ага. Вот это правильное положение. А ты умеешь вот так вот шинковать вот? Да, Прям быстро, конечно. быстро, быстро? Да. Это мастерство, то есть, которое с опытом приходит, да, просто? Или вынужденная Ну, мера? Нет, ты можешь то же самое научиться. То есть берешь лук просто, покупаешь там килограмм 5, берешь острый нож и вот так вот просто. И плачешь над И ним. плачешь, да. Режешь и плачешь. Так, мы добавляем сливочное масло. Так вот. С этим перемешиваем. Закидываем масло. Так. То есть на сливочном масле мы уже посолили или выливаем туда. И перемешиваем. И перемешиваем, да. Ну, посмотри, видишь, уже он так затягивается. И буквально 2 минуты, и все, готово уже. Я снимаю с огня, чтобы он не доходил. Берем наше масло с авокадо, перемешиваем. Бон аппетит. Ну что, друзья, завтрак от повара мишленовского московского ресторана подан. 2 звезды. у нас. 2 звезды. 2 бутерброда, 2 звезды. Приятного аппетита. Ну, на самом деле выглядит это точно вкусно. Осталось попробовать самому это приготовить. Слюнки потекли. Да, Паш. я обязательно попробую это приготовить. Я люблю яишенку. Мне но- вот по утрам, например, хочется, наоборот, сладкого. Пироженки, тортики, знаешь, ну, иногда. Тортики. Торты или торты, кстати? Ну, знаешь, я думаю, что торты, но правильный ответ мы узнаем в нашей любимой рубрике «Говорим правильно». Тортов или тортов? Тортов. Тортов. Тортов или тортов? Тортов. Доброе утро! Мы уже говорили о том, что ударение в русском языке может быть подвижным и неподвижным. Подвижное ударение – это такое ударение, которое меняет свое место при изменении формы слова. Ну, например, мы говорим «город», но «города», «голова», но «головы». А неподвижное ударение – это такое ударение, когда оно не меняет своего места при изменении формы слова. Завод, заводы, о заводе или товарищ, товарищем, товарищи. Вот слово «торты» – это как раз слово с неподвижным ударением. Как бы мы ни меняли это слово, ударение всегда будет падать на корень. Торты, тортов. И, как всегда, у нас есть вспомогательные слова. Например, можно запомнить уменьшительно-ласкательное слово «тортики».
согласитесь, что поставить ударение в слове «тортики», кроме как на «о», больше просто негде. А еще есть, конечно, стишок-запоминалка. Весной ела торты, еле влезла в шорты. А еще я бы рекомендовала вам запоминать вместе со словом «торты» слово «порты», в котором тоже нередко допускают ударение. До новых встреч! Ну, Теперь все вместе, да? да. Весной ела торты, летом летом еле влезла в шорты. шорты, да. Это прям жизненная история. Но до лета еще далеко, так что Можно успеем. сейчас торты поесть, Да. а весной не есть. А ближе к весне уже, есть в шорты. уже яишенку, да? Да. Прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Расскажут они о последних новостях. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Аварийность на дорогах республики снизилась почти на 2,5% за 10 месяцев текущего года. Всего за это время зафиксировали более 600 дорожно-транспортных происшествий. Отмечается, что за 10 месяцев в авариях погибли 62 человека, почти 800 получили травмы. Также снизилось и количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее число транспортных происшествий произошло по вине водителей легкового транспорта – 432. С участием водителей, скрывшихся с места ДТП, совершено 37 аварий, в результате которых погибли 2 человека и 35 ранено. Жители России со следующего учебного года смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Порядок приема, а также перечень вузов и специальностей утвердил премьер правительства России Михаил Мишустин. Получить бесплатно еще одно высшее образование можно будет в 10 ведущих профильных вузах, среди которых ВГИК, Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, Щепкинское высшее театральное училище и другие. А в перечень специальностей вошли режиссура, театра, кино и телевидение, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств. В 3 районах республики, где востребованы строительные профессии, в следующем году бесплатно обучат 100 человек. Курсы проведет Центр опережающей профподготовки. Впервые проект передвижного учебно-строительного комбината стартовал в текущем году. Он ориентирован на обучение местного населения в муниципальных районах рабочим профессиям. В следующем году проект под названием «Пуск» будет реализован в Амгинском, Горном и Усть-Алданском районах. Всего бесплатно обучат 100 человек. Отметим, что проект реализует в рамках гранта главы Республики Саха. Объем выигранного гранта составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. Его направят на обучение, зарплату и выезд преподавателей, подготовку образовательных курсов и работу автобуса. Вместе со строительством водохранилища в начале 90-х годов речки Матта в селе Бердигистях начала размывать берега, и русло реки с каждым годом расширялось. С прошлого года начались берегоукрепительные работы на участке, связующем центр села со стадионом и микрорайоном ПМК. Провели расчистку и дноуглубление, выправили русло реки на расстояние почти в 4 километра. В местах размыва и обрушения берега 142 метра укрепили скальным грунтом. Исполнительной дирекцией по водному хозяйству проведены работы по выправлению и дноуглублению русла реки Матта в селе Бердигистях. Работу выполнил подрядная организация «Монтаж Газстрой» на общую сумму 11,8 миллионов рублей. Работы проведены согласно плану в отведенные сроки. К этому часу это все новости. Удачного дня! Паш, как часто ты даешь обещания и насколько ты их выполняешь? Ну, лет 10 назад я мог бы обещать много чего и потом с пеной у рта стараться это все выполнить, потому что обещание — это все-таки обещание. Но теперь я обрел суперспособность любого мужчины. Это фраза «посмотрим». Какой ты уникальный человек. Но почему я спрашиваю? В этот день принято давать обеты, выполнить конкретно какую-то работу, что-то сделать, да? Ну, так повелось в народе. Почему именно сегодня? Почему? Об этом мы узнаем в нашей рубрике «Даты события».
Сегодня 9 ноября, вторник. Во всем мире отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Международный день антиядерных акций. Всемирный день лизинга. По народному календарю сегодня канун Дня Святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в III веке в Малой Азии. В этот день было принято давать обеты, обещание выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. 9 ноября в 1799 году в Париже начался государственный переворот, получивший название «Переворот 18-го Брюмера». Организовал его антимонархист, защитник Великой Французской революции Наполеон Бонапарт. 9 ноября 1923 года в этот день был подавлен пивной путч в Мюнхене. Это была попытка государственного переворота, предпринятая Адольфом Гитлером и его сторонниками. Ровно 60 лет назад в этот день владелец ливерпульского магазина грампластинок Брайан Эпстайн посетил кафе Cavern Club, где услышал четверку молодых музыкантов, именовавшихся «Битлз». Эпстайн сумел раскрутить ливерпульцев, запретил им выступать за низкие гонорары, надел на них элегантные черные костюмы, купленные на собственные средства, договорился с лучшими студиями. Таким образом, он срежиссировал битломанию, охватившую мир с осени 1963 года. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, началось разрушение одного из самых известных символов Холодной войны – Берлинской стены. Большая ее часть была разобрана берлинцами на сувениры. В этот день родились Гейл Борден, американский предприниматель, изобретатель сгущенного молока; Иван Тургенев, русский писатель; Эмиль Габрио, французский писатель, один из основоположников детективного жанра; Велимир Хлебников, русский поэт и прозаик, ведущий теоретик футуризма; Александра Пахмутова, советский и российский композитор, пианистка, народная артистка Советского Союза; Михаил Таль, советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер. Именины сегодня отмечают Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Николай, Сергей и Степан. Что ж, еще одна дата, правда, она только предстоит. Завтра, 10 ноября, Международный день бухгалтерии или День бухгалтера его называют. Да, накануне этого дня о профессии бухгалтера и перспективах, востребованности хотим поговорить сегодня с нашим гостем. Это проректор по экономике и инфраструктуре Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Герасим Павлов. Герасим Николаевич, доброе утро. Доброе утро. С наступающим вас. Спасибо. С праздником. Вообще, в календаре у бухгалтеров целых два профессиональных праздника. Обе вроде как бы неофициальные. Это 11 ноября Международный день бухгалтера и 21 ноября отмечается Российский день бухгалтера, если не ошибаюсь. Да, все собственно, насколько профессия бухгалтера сегодня востребована? Есть ли опасения, что, допустим, лет через 10 уже будет как-то, бухгалтеров так много не нужно? Да, конечно, даты странные, да, вот скажем так, 10 ноября у нас отмечается Международный день бухгалтера, это вот официальный праздник, да, установленный ЮНЕСКО. Кроме этого, 21 ноября у нас считается как бы День бухгалтера Российской Федерации. В этот день был подписан закон о бухгалтерском учете, да, вот Ельциным в свое время, в 96 году, по-моему. Кроме этого, 11 ноября есть там День экономиста, это вольное экономическое общество, тут установило собственный праздник. Кроме этого, есть 8 сентября День финансовых работников. То есть как будто бы дней много, да, но на самом-то деле официально праздником считается, что 8 сентября День финансовых работников, да, День работников финансовой сферы, так скажем, так, да, и 10 ноября это Международный день бухгалтера. Вот. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег, бухгалтеров с предстоящим праздником, да, профессиональным праздником, пожелать им здоровья, успехов, профессионального роста. Что такое, вот, скажем так, бухгалтер, да, какая их функция, какая там работа, и почему считается, что бухгалтеров может быть через лет 10 не быть, да? Вот такое вот, как бы скажем, мнение такое и есть, что автоматизация, вот, новые программы, да, они могут заменить бухгалтеров. Но на самом-то деле, скорее всего, не так, да, вот,
скажем, бухгалтерия, бухгалтерский учет, да, он очень древняя профессия. Она появилась тогда, когда появились деньги, когда появилась необходимость их учитывать, да. А если бы денег не было бы учета, не было бы бухгалтерии, скажем так. Поэтому пока есть деньги, пока есть финансовые расчеты, учет всегда будет. Какие-то, естественно, там простые операции, они перейдут на искусственный интеллект, да, на цифровую там сферу. А то, что остается анализ, там, оценочные функции, они все равно они останутся у человека. Люди все равно этим будут заниматься. И наоборот, это будет даже развиваться. И специальность бухгалтеров, она будет, естественно, трансформироваться в какую-то сторону, да, там больше, ближе, может быть, она станет там, цифровой специальности какой-то, да, больше она будет переформатироваться в сторону еще правовых там каких-то, потому что они очень связаны между собой. Это очень такая серьезная профессия, серьезные люди этим занимаются. То есть есть очень много моментов, которые как бы, ну, автоматизацией заменить невозможно. Невозможно. Да, невозможно, да. Получается так, что тема повышения квалификации в данной профессии, она актуальна? Она очень актуальна. Да? Вообще считается, что вообще вот тема повышения квалификации, она была актуальна всегда, да, чтобы там обновить свои знания, там, повысить свою квалификацию. Там, это было всегда актуально, но в современном этапе, да, вот когда все очень быстро меняется, да, технологии очень быстро меняются, она становится вообще необходимостью. Да, вот, если человек работает, да, в какой-то сфере своей деятельности. Причем в любой сфере. В любой сфере деятельности, да. Если вот даже вы, да, там, если вы не будете постоянно себя повышать, свои квалификации, постоянно не повышать свои там знания, вы тоже можете быть неконкурентоспособны, да, точно так же, как и я. Поэтому вообще считается, что бухгалтерия очень подвижная сфера. Да, она очень много изменений, новшеств происходит. Поэтому если бухгалтер своевременно не обучится, да, там все время не будет отслеживать те изменения, которые происходят в его сфере, он отстанет от этого. И это сильно отразится на деятельности предприятия. Поэтому здесь ответственность не только перед собой, ответственность еще перед коллективом, перед предприятием. Ну, вот, такой короткий вопрос, можно, наверное, слишком развернутый ответ не давать. Чем, допустим, бухгалтерия сегодня отличается от, допустим, бухгалтерии 20 лет назад? Ну, скажем так, что с изменением вот, экономического уклада жизни, да, меняется и вообще все. То есть налогообложение меняется там какие-то статистические учеты. Это все отражается в бухгалтерском учете. Да? Бухгалтерский учет – это учет всех хозяйственных операций. Поэтому автоматизация тоже, естественно, несет свои какие-то изменения. Да? Поэтому бухгалтер 20-летней давности и бухгалтер сегодня – это разные вещи. Разные, да? Абсолютно. Да, это современный бухгалтер – это очень ответственный человек, очень мобильный и очень там, системно занимающийся своим развитием. Ага. Герасим Николаевич, сейчас прервемся на небольшую паузу, вернемся, продолжим наш разговор. Далее поговорим и вообще о том, какими качествами должен бухгалтер владеть, и где можно обучиться, и как. Это «Утро Якутии», мы продолжаем наш эфир. Прежде чем уйти на небольшой перерыв, мы говорили о профессии бухгалтера. У нас в гостях Герасим Павлов, проректор по экономике и инфраструктуре Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Герасим Николаевич, вот мы, прежде чем уйти на перерыв, поговорили, затронули момент именно автоматизации процессов и пришли к выводу, да, что невозможно бухгалтерию полностью заменить какой-то автоматизированной работой. Через это вопрос, какими, ну, понятно, профессиональными навыками, какими, вероятно, человеческими качествами должен обладать бухгалтер, что вот он такой роботонезаменимый, да, скажем так. Ну, современный бухгалтер – это, во-первых, очень ответственный человек. Вообще бухгалтер – это очень ответственный человек, очень пунктуальный, ответственный, честный человек, да? Потому что на нем, на этом бухгалтере, держится весь учет хозяйственной деятельности любого предприятия. Неправильные какие-то действия, неправильные какие-то там учетные там действия бухгалтер может привести к очень большим последствиям, не очень нехорошим последствиям, да, как штрафные санкции, это как дополнительная выплата налогов, да, которые отразятся на результатах деятельности предприятия. Поэтому бухгалтер очень ответственный человек, во-первых. Во-вторых, бухгалтер – это человек, который систематически занимается собственным образованием. Потому что очень много изменений, очень много дополнений. И если бухгалтер где-то что-то пропустит, это очень быстро отразится. Он с волны вот этой да, упадет. Да. В-третьих, бухгалтер – это пунктуальный человек. И очень человек, который очень любит цифры, который не боится цифр.
больших чисел, скажем. Мы за кадром тоже вы сказали такую хорошую фразу, что бухгалтер — человек, который на деньги смотрит не как на деньги, а на цифры. на цифры, да. Ага, Герасим Николаевич, ну, в университете в ближайшее время состоятся курсы повышения квалификации специально для в этой сфере, да? Расскажите о них. На кого они направлены в первую очередь? Да, вот 24 по 26 ноября Министерство финансов Республики Саха и мы, да, наш университет, проводим вторую республиканскую конференцию, которая направлена на подведение итогов 2021 года и учетной политики 2022 года. Да. Вот здесь 3 дня будет проходить мероприятие. Мероприятие очень интересное. Туда будут приглашены счетная палата, да, фонд социального страхования, налоговая служба, там, пенсионный фонд. В этой связи вот получается, что можно в этот день, да, в эти дни, можно в одном месте, в одно время встретиться со всеми, кто контролирует, курирует это направление. Во-вторых, в рамках данной конференции будут проводиться семинар, где основным лектором будет ведущий эксперт бюджетного учета, да, по бюджетному учету Александр Юрьевич Апальский. Конечно, мероприятие направлено в первую очередь для работников бюджетной сферы, для главных распределителей бюджетных средств, поэтому это направление бюджетной сферы. Вот говоря про образование, сейчас поговорили о именно курсах переподготовки, ну, повышении квалификации, точнее, переподготовки не то. Те, кто впервые приходят, насколько сегодня вообще в университете востребована у абитуриентов, возможно, у молодежи специальность бухгалтера? Ну, подготовка бухгалтеров у нас проводится в финансово-экономическом институте. Надо сказать, что хотя и контрольных цифр приема, скажем, там бюджетных мест недостаточно, там много, да, но конкурс всегда есть, и группы всегда формируются. Кроме этого, несколько лет назад мы открыли еще и направление среднеспециального образования, да, то есть СПО. Она полностью платная, но группа там всегда полная. Поэтому сказать, что там она как-то специальность бухгалтеров у нас не актуальная, ну нельзя, да. Она всегда пользуется очень хорошим спросом. А вообще, как вы считаете, бухгалтерские качества, они необходимы каждому человеку? Ну, Знания. скажем так, ну, глубоко, так скажем, бухучет каждому обывателю, скажем так, туда войти не стоит, да, все-таки это вот специфическое образование, там специфические знания необходимы, но как начисляется заработная плата, да, какие налоги с вас удерживают, это вот надо знать. А где вот можно такие базовые буквально, да, обывательские азы получить сегодня? То есть доступна ли эта информация достаточно? Да, в принципе, сейчас очень много информации, да, по азам бухгалтерского учета, да, в том числе и сейчас активно проводится и обучение по финансовой грамотности, да, и, в принципе, там можно получить основные азы, как это все происходит. После нашего разговора я поняла, что на деньги нужно смотреть не как на деньги, а как на цифры. Как на цифры. Ну, у тебя пришло понимание бухгалтерии, возможно. Герасим Николаевич, спасибо большое, что пришли в нашу студию. С наступающим вас профессиональным праздником. Да, и прежде чем попрощаемся. Приступая к следующей теме, да, мы хотели бы спросить, как начинается ваше ваше утро и с чего оно начинается? С кофе? Утро начинается с кофе. Хорошего, крепкого кофе. Ну вот многие люди считают, что все-таки кофе по утрам полезно, на самом деле нет. Употребление кофе, оно может помочь избежать цирроза и сохранить печень в хорошем состоянии. И к такому неожиданному выводу пришли специалисты школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса. В результате исследований выяснилось, что любители кофе сталкивались с циррозом в среднем на 21% реже других. И, как считают диетологи, вредных продуктов не существует. Вредными мы их делаем сами неправильным употреблением, считают эксперты. Чашка хорошего свежезаваренного кофе с утра для тонуса вам не повредит. Вообще разумное употребление – это не более 2 чашек в пересчете на самый крепкий кофе эспрессо. Да, если, кстати, кофе содержит мягкие стимуляторы, множество полезных веществ, в том числе витамины в кофе содержатся. Правда, бывает и неправильное употребление кофе, если его пьют с избытком, в течение дня заменяют в прикуску с печенюшкой всю положенную еду, конечно, это будет вредно. Поэтому лучше изменить свои привычки.
А ты пьешь по утрам? Я пью кофе не по утрам, но я вообще пью его, в принципе, но достаточно редко, так под настроение. Ну и не скажу, что я кофеман, который с кружкой кофе весь день вот так как проснулся и до обедного. Знаешь, может, стыдно признаться, а я вот как раз-таки кофеман. Я с кружкой весь день как раз-таки и могу проходить. Ну, вот это вот как раз-таки вредно. Тем временем токийская компания Ferrari Corporation решила повысить производительность труда и снизить уровень стресса у своих сотрудников необычным способом. В офисе приютили 9 бездомных кошек. Отмечается, что из-за небольших жилых помещений в Токио большое количество арендаторов запрещают постояльцам проживать с домашними животными, из-за чего многие питомцы оказываются на улице, а жители города страдают, живя без домашних любимцев. Они вынуждены жить без них, либо посещать заведения вроде кошачьих кафе. Компания решила нанять пушистых сотрудников, благодаря которым люди стали больше общаться друг с другом и проводить время с питомцами. Кроме того, сотрудникам рекомендовали при необходимости приводить на работу своих домашних животных, если владельцы не с кем их оставить. Да, кроме того, компания еще, помимо этого, ежемесячно выплачивает $42 каждому, кто заводит кошку. Однако четырехлапые работники компании иногда доставляют неудобства. Например, вот отмечается, что они грызут компьютерные провода или рвут бумагу. Но компания готова мириться с этими маленькими неприятностями. Да, я, например, тоже очень люблю домашних животных, но, с одной стороны, рада, что нам на работу все-таки не разрешают их таскать, да. А если бы все-таки такое случилось, то вряд ли бы у россиян повышалась работоспособность. Ну, а теперь просто представим, что у нас здесь вместо цветка кот. Ну, мне кажется, было бы умилительно. Тем не менее, менталитет у нас немножко другой. Да, менталитет другой. Кстати, как ты думаешь, влияет ли менталитет на боязнь высоты, например? Мне кажется, есть в этом какая-то такая вероятность, потому что все-таки менталитет складывается из долгих исторических вот этих событий. Есть же люди, которые живут там на возвышенностях и так далее. Может быть, все-таки как-то влияет, но я не берусь прям утверждать. Ну, ты боишься, допустим, небоскребов? Нет, отнюдь. Я люблю находиться в высоких в этажах и так далее. Смотрю вниз без особого страха. А вот, к примеру, девушка из Боливии щекочет нервы себе и зрителям, покоряя не только горные вершины. Эквилибристка из Италии Мириам Кампалеони вот уже несколько месяцев живет в Боливии и покоряет сердца местных жителей своим мастерством. В конце октября она впервые в жизни прошлась по канату, натянутому между двумя небоскребами на одной из оживленных улиц в центре Ла-Паса. Было очень необычно видеть вокруг здания. Обычно я занимаюсь канатоходством на природе, в горах, среди камней. А тут вокруг меня были люди, дома и дроны. Это, конечно, добавило мне стресса. Но в целом это был интересный опыт, и я была бы не против его повторить. А 2 месяцами ранее Мириам прошлась по канату, натянутому между двумя ледниками, над одним из замерзших озер возле горы Чачакумани в Андах, расположенном на высоте 5200 метров над уровнем моря. По словам спортсменки, условия были весьма жесткие, но она успешно справилась с задачей. Вот красота такая. В горах лучше гор могут быть только горы. Ну, все-таки да, но нервы пощекотало, да, и нашим телезрителям. Да. Ну, вообще говоря, про картинку. Ну, погода шикарная, мне кажется, почему бы хотя бы просто не насладиться красотой гор. Да. К слову, в начале программы говорили мы о том, какая зима вам нравится больше, и вот уже завершая наш эфир, Катя, я хочу тебя спросить, тебе больше нравится холодная зима или теплая? Ну, конечно же, теплая зима мне нравится. Мой ответ очевиден. Прошлогодние холода, прошлогодняя зима, конечно же... Это не то, что тебе нравится. Это не то, что мне нравится. Вообще, сейчас отлично. Вот -6 как раз самое то. Да. Мне тоже нравится такая зима. Хотелось бы, чтобы она вообще всегда вот такая была, как сейчас установилась. Но, ну, главное, чтобы она не влияла вредно на наше здоровье. Да. С другой стороны, мы своими морозами славимся, поэтому, друзья... Будьте здоровы, до завтра. До завтра.